Цель этого мероприятия заключается в том, чтобы показать успехи и достижения химии, чего она достигла и как она теперь будет в дальнейшем развиваться. В России Международный год химии стартовал в феврале 2011 года. Символично, что 2011 год объявлен ООН годом химии. Здесь можно две цитаты. Одна цитата нашего великого соотечественника Дмитрия Ивановича Менделеева: «Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие». Добавлю от себя: от этого никуда не денешься. И другая цитата: «Что же ты с нами, химия, сделала?» Это вот две стороны той самой медали под названием химия, как наука, как технология, как производство, как часть нашей цивилизации. Сама химия почему обеспечивает прогресс? Просто потому, что химия нам позволяет производить новые вещества, новые материалы. Посмотрите, как быстро меняется поколение лекарственных препаратов. И это ведь не прихоть, как иногда думают, фармкомпании, которым нужно извлечь прибыль. Нет, конечно. Дело в том, что все то, что лечится с помощью химии, с помощью биохимии, к сожалению, очень быстро приспосабливается к тому, чем лечит, и поэтому требуется постоянное обновление лекарственных и других фармацевтических препаратов. Поэтому здесь, конечно, ни одного шага без химии сделать нельзя. И в этом направлении я хочу сказать, что мы занимали очень мощные, решающие позиции. Я имею в виду Советский Союз, еще, так сказать, 20 с лишним лет назад. Но, к сожалению, очень много было утрачено. И утрачено было потому, что вот эти наиболее обращенные на здоровье нации, на здоровье отдельного человека продукты, они синтезировались за счет бюджетных учреждений, в основном Академии наук, Академии медицинских наук. Финансирование было очень слабое, поэтому 90-е годы были годами потерь. К концу существования Советского Союза чем мы могли гордиться в области медицинской химии? Прежде всего, это новое поколение антибиотиков, которые синтезируются не только с помощью биотехнологий, но и с помощью обычного химического синтеза. Это новое поколение лекарственных препаратов, которые прививаются, имплантируются на так называемые вещества-носители-переносчики, что позволяет транспортировать лекарственные препараты по организму в заданном направлении и приземлять, в кавычках, в нужном месте. Прежде всего, я имею в виду, это те носители, которые имеют ферромагнитное свойство. Пусть это вас не пугает такое название. Есть ферромагнитные жидкости, движение которых управляется магнитным полем. Грубо говоря, это можно лекарство имплантированное, препарат имплантированный, скажем, на частицы, составляющие магнитную жидкость, с помощью постоянного магнита привести, скажем, в то место, которое болит. Следующий момент, с которым мы подошли в качестве актива медицинской химии, я бы так сказал, к концу 20 века, Россия и Советский Союз. Это создание так называемой голубой крови. Это искусственная жидкость, перфтораны, которая содержала легко окисляемые компоненты и легко отдающие кислород компоненты. Это примерно та же функция, которую играет гемоглобин в нашей крови. То есть он в легких насыщается кислородом, железо окисляется системой +3, потом кислород отдается, и вновь идет перенос кислорода по живым тканям. Примерно такой же было синтезированы перфтораны, которые могли на несколько суток заменить натуральную кровь. Это катастрофа, это аварии, это скорая помощь и так далее, и так далее. Это очень маленькая часть того, что можно говорить о медицинской химии. Если говорить о энергетике и химии, то я здесь обозначу только одну глобальную проблему, которая называется проблема водородной энергетики.
Вот это чистая физико-химическая проблема. Водородная энергетика – это означает использование водорода как энергоносителя и как источника энергии. Никто не говорит, а где брать водород. Причем водород надо брать для цели водородной энергетики очень чистый. А водород можно получить либо электролизом, либо фотолизом воды. То есть это в чистом виде опять химия. Наличие водорода очень чистого позволяет нам реализовать очень простой принцип получения электрической энергии без движущихся частей, без генератора, турбины, моторов, динамомашин и так далее. Когда напрямую энергия водорода как топлива и энергия кислорода как окислителя превращается в электрическую энергию. Коэффициент полезного действия в образцах, которые вот демонстрировали 2 года назад, я был на нанофоруме имени Чубайса, демонстрировали Медведеву и Путину, коэффициент полезного действия примерно 95%. Также проблема, которая касается всех нас, это химия и нефтепереработка, вообще нефтехимия. Ну, прежде всего, я должен отметить, что это иллюзия, что из недр добывается нефть, как углеводородная субстанция. Из недр мы добываем систему нефть-вода. Это редчайший случай, когда фонтанирует скважина с чистой нефтью на суше. Это практически не бывает, это очень редко. И поэтому, когда в старых кинофильмах показывают, что пробурили и потом умываются нефтью, это режиссерский прием, поверьте, так бывает очень редко. И второй случай – это Мексиканский залив. Помните, да, вот именно там нефть шла фонтаном, но это было на глубине 1,5 километра, 1500 метров. А так нефть нужно добыть очень сложно, нужно ее вытеснить водой из недр, и поэтому идет не нефть, а система нефть-вода. А вот для того, чтобы эта система нефть-вода расслоилась очень быстро, нужны деэмульгаторы. Для того, чтобы резервуары и трубопроводы не корродировали, нужны ингибиторы. У нас осталось 2 научных института, где продолжают разрабатывать соответствующие химические компоненты для добычи нефти. Это эмульгаторы, ингибиторы, бактерициды. Это Уфа и Казань.